Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Так. إبراهيم حقيقة. وعليكم السلام. لغاية تمثالي دوشتو مش ماشي. Так. Ибраим, как подключишь YouTube канал, дай знать. По крайней мере, пока еще мы можем, всем надо как бы и предупредить, и сказать. Рамзан, ага, это. Докчодик, с вами. Так сказать, посидеть во вторник. Я знаю, что обещал. В принципе, я и мог провести эфир во вторник, в день своего рождения. Но, опять же, не хотел, чтобы некоторые представители начали не сбивать в пятницу провести эфир. И у нас сегодня Адлан, брат Адлан задонатил. Адлан, да, саадуэл болдиснек, дэресхил. Всем моим друзьям, всем моим подписчикам, всем доброжелателям огромная благодарность, огромная благодарность всем, кто поздравил меня, за ваши добрые слова, за все хорошее, что вы написали. Я, честно сказать, не знаю, что нарнийцы любители обсуждать. Думаю, в принципе, не так давно было событие, которое приближает, так сказать, на день ближе ДРСХЛ, на день ближе, на год ближе, старше, не знаю, мудрее или нет. В любом случае,
это немножко ДРС-хейл. Это немножко внутреннее состояние, конечно. Само собой, нет, ничего не отмечал. Ну, как говорится, хотя сразу же подоспели норнийцы, я поблагодарил в посте. Я уже к этим вещам, от этих вещей, честно сказать, отвык. Редко, наверное, за всю свою жизнь день рождения, так, если можно сказать, отмечал прямо, чтобы в кругу друзей собирался. Такое бывает, наверное, раза 3-4 было. Как похожее чуть-чуть на настоящее. Но сегодня Дейлер Саламашал, сегодня немножко не об этом. Но и, конечно же, в любом случае я на вопросы отвечаю, никогда не избегаю вопросов, как говорится. Амин. Ну, прямо я не знаю. Где бы, что бы кто не говорил, по ходу на своей волне люди так и остаются. Я надеюсь, что этот Чикиндес зайдет в эфир. Я не знаю, у Кавказ Горец написано. Есть один тайный норниец, который собирает здесь информацию. Одна сестра скинула мне, но начинаем ответы на вопросы. Одна сестра скинула мне скрины. В моем случае тайн у меня не так уж много, честно сказать. Ну, написал он пост, а пост касается 3 аккаунтов. Опять же, 3 аккаунта, на которых было указано, там, Сакартвелу, 3 аккаунта, которые были указаны, где я написал, что это карта фейк. Про этот пост был он недавно и показал реальные границы, исторические границы. Опять же, там на одной карте была ситуация, я хочу, чтобы люди понимали, насколько недальновидные бывают некоторые люди, насколько они настолько глупы и наивны, что видят только то, что они хотят видеть, если сказать так мягко и красиво выразиться. Дело в том, что на одной из карт было написано там отторгнутые территории, там пригородный район. И даже про пригородный район, другие места, вы всегда берете кусочек и непосредственно отламываете кусочек и делаете с этим куском, присобачиваете, пишите, что это древние наши территории. И таких карт уйма, я даже половину не опубликовал. Я специально оставляю название
то бишь черкесами, кабардинцами, со всеми. Вот видите, вас убрали, там черкесы было, оказывается, написано. Но проблема в том, что в этот период, и насколько я знаю исторически, черкесы не выходили, то есть у них не было выхода к Каспийскому морю. Этот участок земли, где жили на стыке и участвовали в противостоянии с калмыками, с первым там, когда первый раз Петр I прибыл с Апраксиным в Аграханский пролив, этот промежуток, местность, там проживали только нохчи в основном и кумыки. Это текст не имеет никакого отношения к ингушам. Этот промежуток истории не касается. И мало того, в этом периоде никогда еще вообще на плоскостной территории ингушей вообще нету. И мало того, это восточная часть. То бишь, мои недруги, так называемые нордийские братья, видать, кто-то из Гунки отдал, и они взяли у Гунки или Сюли, кто-то передал, и пытаются меня опровергнуть и пишут фейк. Но прежде чем написать фейк, вы должны посмотреть, в этот период 17-18 века был ли выход у черкесов на Каспийское море. Выхода на Каспийское море у братьев адыгов не было. Это не Черное море. Их территория в основном, вся территория, это была в большей части, это Черное море, Западный Кавказ. И это никто не оспаривает. Если в это время нету противостояния между, чтобы было понятно, нету противостояния между кабардинцами, даже если и были на нашей территории, адыгами, и царской Россией. Время упоминания первая половина 17 века. Недопонимание и непосредственно начало всех боевых действий, которое пошло с адыгами в России, это в первую очередь самое большое противостояние началось во времена непосредственно постройки крепости Моздок на Тереке. А это, если я не ошибаюсь, 1763 или 61 год, в этот период. Кому непонятно, для того, чтобы достать, чтобы каким-то образом противостоять, чтобы исказить, провести компиляцию, объединяются Сюли, берут информацию у Сюли, берут информацию у Гунки и направляют эту информацию, там нету черкесов, адыгов, но они ему, посмотрите, как вас, отмечая логотипами, как вас там заменяют собою чеченцы и так далее и тому подобное. Исконно принадлежали адыгам, это не говорит. Исконные земли, которые отвоеванные, которые стояли за ними, последний рубеж, в принципе, это была Малая Кабарда, которую мы знаем до 1800, там, пока Бек Черкасский не продал. Взаимоотношения между кабардинскими князьями со времен
Ивана Грозного были в принципе неплохими. И здесь нету минусов, и это не упрек. Каждый настраивает свои взаимоотношения. Есть достаточно документов, где они получали поддержку при расширении дальше на восток, земельные там кабаки сжигали там с помощью стрельцов московских и так далее и тому подобное. Есть документы, это не мне вам говорить об этом. То есть, чтобы было понятно, писать русскому офицеру, что вот они противостояли нам в этом остроге вместе с кумыками, такого противостояния против царской России как таковой не было. В тот период, прошу не путать. Поэтому я и не удалил этот пост, он у меня есть. Он у меня есть. Он и остается. Всем друзьям, которые мне прислали, можете не переживать. Я нисколько, я говорю, моя оплошность, все, что я обычно публикую, если это не от меня, я проверяю источник. Если у меня есть книги или через интернет, я проверяю. Так что вот такая вот ситуация. По картам, еще раз, взаимоотношения между нашими соседями, осетинами и ингушами по пригородному району, по другим, по картам, всему остальному, это их личные взаимоотношения. Я не влазю туда и не имею права, это пускай решают они сами. Это их личное дело, как бы, поскольку сейчас это разные два субъекта. Мы, Нохчичуя и Ингушетия, эти два разных субъекта. Если бы мы были бы Чечено-Ингушетия, как ранее был, тогда бы мы могли говорить об общности. Но прежде чем вы делаете карты, публикуете карты, вы показываете кусок, который вы сейчас, в последнее время, начали везде добавлять. И мы опровергаем, поскольку это территория Нохчичу. Демаркация границы уже произошла, а вы до сих пор публикуете фейковые карты. Я публикую карты с Росреестра. Я показываю, могу показать уйма, сотни, если не тысячи карт, где вообще даже нету такого, как бы, национальной республики, как таковой. Есть, да, без всяких проблем, есть и там, где нету Чеченской республики. Но таких карт не так много, сколько есть карты, которых нету вообще. Это так, для начала. Потом возникает вопрос, конечно же, несмотря, опять же я говорю, несмотря на все эти перипетии, не публикуйте карты фейковые, и мне не придется их опровергать. Вы же сидите у меня в эфире, вы смотрите, уверены, и в Ютубе, и так далее. Выделил новый какой-то аккаунт в Ютубе создали. Выделил, он отметил меня, ютубовский мой канал, и закинул пост. Там, где я говорю, что карты эти земли не принадлежали. И начинают показывать карту, где за этой картой сидит, точнее, карта сделанная, и перед ней сидит глава Чеченской Республики. И они показывают, что этого куска, якобы, который сейчас есть после демаркации, вернулся на свои земли. Они показывают эту карту в 2007 году. Этого куска у вас не было. Не в 2008-2009, а в 2007. Я хочу обратиться к этим норнийцам. И я много раз говорил это и представителям моего народа. Те, кто делает карты. Мы видели разоблачение карты, когда не то, что в этом, даже медовые пасеки, которые делали с картами, привозили с Ингушетии, где кусок Чеченской Республики приписывали к себе. Это мы тоже разоблачали. Я хочу, чтобы вы понимали, очень много людей, которые публикуют. Я прошу вас и еще раз, довожу до вас сведения. Не публикуйте не ваши башни. Я знаю, что с той стороны есть, и все это тоже, это с обоих сторон, это просто маркетинговые рекламщики, они не смотрят достоверную карту.
Есть карты, которые прошли уже после демаркации, то есть после определения границы. Есть много карт, где Сунжинский, Малгобекский район входит в состав Чечни. Это еще в 90-х годах, 91 год. Я их еще даже не публиковал. Это с новостных немецких порталов, это с французских порталов. Много мест есть. Я их даже еще не публиковал. Почему? Потому что немцы могут ошибаться, французы могут ошибаться. Понятно, что и англичане могут ошибаться. Современные новостные паблики имеется в виду. А может быть и не ошибаются. А может быть они показывают историческую родину. То есть как было ранее. Тут, как говорится, каждый выбирает свое. Цундела, мне хотелось бы, чтобы вы понимали. Карта, которая была за спиной главы, эти карты были сделаны до демаркации. То есть до того, как в 18 году вернули. И если в 7 году этот кусок должен был быть, и карту не сделали, карты, которые сделаны в 7 году, в других годах, они сделаны не по формату Росреестра. То есть не так, как должно быть. Определение границ и все устранения. Не забывайте, 7 год это еще до даже отмены КТО в Чеченской Республике. Просто наобум брали. Башенные комплексы везде наши там или их не оттуда убрали, бросали, везде пишут там Войнавская башня и так далее и тому подобное. Или же брали, писали чеченские там башни, но брали ингушские. Такое есть. Но это не вина историков или не вина чеченского Нохчи народа. Это вина тех людей, не знающих, которые просто за деньги печатают карты. За деньги делают брошюры какие-то рекламные. Я противник этого. Я говорю, что это неправильно. Территория нашей Родины должна быть непосредственно в тех границах, которые у нас были и есть. Другое дело, если вы делаете какой-то исторический архив, приблизительное, ареал проживания, где проживать. Есть такие карты. Например, смотрим, вот эта карта, к сожалению, она большая, да? Видите, да? Зеленая с розовым. Видите? Это вот где произошла демаркация. Это и такого рода карты. Сейчас поставлю. Ну вот, смотрите. Вот официальная карта. Если вы видите что-то лишнее, чем на этой карте, вот как сейчас вы видите, всем видно, да? Вот это настоящая карта после демаркации. После того. Посмотрите, вы видите соседний с нами регион. Увидите вот этот кусочек, который внутри. Он был таким последние 200 лет. Там никаких проблем. Верхняя часть, то, что выровняли, и вот отдали, это в 2018 году, как бы выстроили все, как бы хорошие взаимоотношения друг с другом. Если вы видите кусочек там, где Ауховский район, зеленый, есть такая карта, да, где исторически проживали там Нохчи, исторически там выход на Каспийское море, эти карты исторические и показывают они в первую очередь область, где когда-то проживали Нохчи, ареал проживания чеченского народа, Нохчи народа. Это не говорит о том, что мы там... Да, есть ребята, которые назло сейчас начали делать некоторые ролики, которые назло, как говорится, кондуктору куплю билет, пойду пешком Бяхчуниде. Но вот этот Чекиндез, я хочу, чтобы вы увидели карту. После таких, этот человек якобы опровергает. Я его 100 раз уже закидывал вам, чтобы было видно. Видите эту карту? Ее сделали, опять же, упрекают меня, почему я отвечаю. Упрекают меня, зачем это делается и на каком основании, почему все так.
Сейчас я вам зачитаю, может быть, вы не видите, что там написано, чтобы было понятно. Начнем с верхней части. Верхняя левая часть – это верхний Наурский район. Послушайте, что написал человек, у которого там несколько тысяч подписчиков. Никто его не обвиняет. Я, когда напишу фейк, они недовольны. Говорят, вот ты выискиваешь, остальные там, грубо говоря, 490 тысяч ингушей не знают эту карту. Все, кто есть в пабликах, смотрят Инстаграм, смотрят различные паблики, видят эту карту. И никто не осуждает, лайкает. И когда опровергают, начинают. Давайте посмотрим, что же написал этот Чекиндес по этой карте. Наурский район. Он пишет, послушайте. Если бы я или кто-нибудь из нашего народа, хоть один ногче бы сделал бы такую же карту, вот так же подняли бы хай, искали его, нашли бы, заставили удалить. Однако, это написал не просто человечек, который без грамм. Это человек конкретно, который имеет ресурс, подсчитывает данные, если он даже не работник в какой-то сфере, но это не простой человек. Поскольку простой человек так бы не писал. Читаем, что он говорит по Наурскому, зеленую часть видите, да? Он пишет, 2 казачьих района, Наурский, дальше там, где моя фотография стоит, и Шилковской, площадь, то есть он с площадью, 5204 километра, подарок Чечне советской властью в 1957 году. Этот баран не знает, что эту землю не дали в 1957 году. В 1957 году только начали возвращать ногчи. Но поскольку этот баран не знает до конца, что это, как говорится, не является достоверным, но он пишет, властью в 1957 году в обмен на остальные, в обмен на оставление пригородного района в составе Осетии. Еще раз, 2 казачьих района, Наурский и Шилковской, площадь 5204 квадратных километра, подарок Чечне советской властью, а так, оказывается, чеченцев любила советская власть, что в подарок дала им землю, нас же не депортировали, мы не были народом, который там сотни тысяч погибло в степях Казахстана. Этого не было. В подарок. Просто мы такие, любит нас советская власть. И подарила нам, оказывается, эти земли в обмен на оставление, даже ошибки, на оставление пригородного района в составе Осетии. Дальше читаем. Под ним идет нижняя часть. Такая бирюзового цвета. Послушайте теперь дальше, как он пишет. Земли Малой Кабарды, площадь 2100 километров. Подарок царской России Чечне 1783 год. Чтобы вам было видно и понятно, эти часть земли Малая Кабарда почти что не затрагивают. Эта часть, смотрите, чтобы было понятно, Ломазюрт, Айлюрт, Чургюрт, Горогорская. Дальше большая часть и фактически весь город Грозный с прилегающей к ней территорией не входит в эти земли ни Малгобек, ни Псидах, ни Карабулак. То есть эти земли это самая маленькая часть входила в состав Малой Кабарды, но этот кусок, видите, на карте отмечен, он идет до самого Грозного. Они пишут, что это неважно. Во-первых, не забывайте, эти земли не были отобраны у Малой Кабарды. Эти земли были частично отвоеваны. Опять же, эти земли остались в Ингушетии, те земли, которые он обсуждает. Второе. Эти земли были проданы Беком Черкасским. Проданы, выкуплены царской России.
они подарены чеченцам царской России. И плюс ко всему он пишет, что это 1783 год. Это 1783 год, когда в Чечне начинается восстание во главе с имамом Кавказа, первым имамом Кавказа, шейхом Мансуром Ушурмой. 1783-86 с этого времени начинается. Когда в этот период царская Россия дарила чеченцам земли, ну, расскажите мне, может быть, я упустил этот документ. Покажите мне этот документ, где Малую Кабарду дарят, грубо говоря, чеченцам. То есть это, опять же, фитна, чтобы с адыгами поссорить. И плюс это ложь. Это ложь. Это в основном, чтобы было понятно, это часть Сунжинского хребта и Терского хребта, которые не входит, здесь не входит, опять же я говорю, не входит ни Карабулак, ни Малгобек, ни Псидах, которые большей частью входили в состав Малой Кабарды, Чемульга и так далее и тому подобное. Это не эти земли. Эти земли на этой карте нету их. Они дальше в Ингушетии. Кусок снизу, видите, под бирюзовым куском вот этим. Вот первый, верхний, второй и третий. Такой маленький кусочек. Читаем дальше. Маленький кусочек, вот этот снизу, пятачок. Это граница, Горогорский район. Это когда, чтобы были 90-е годы, вглубь, чуть ли не до середины селения Горогорск, Нохчичуя Чеченской Республики, передвинули свой пост. Это начало Первой Чеченской войны. Когда оттуда их погнали назад, это эти земли, о которых говорил еще Джохар Дудаев про танк и то, что передвинули границы вглубь Чечни. Земли Ингушетии, площадь 390 квадратных километров, были незаконно отторгнуты от Ингушетии властью Чечни с помощью ингушского предателя Евкурова без согласования с ингушским народом в 2018 году. Вот этот маленький пятачок, который видите снизу. Этот и вторая часть этих земель, это вот видите вот снизу, новый сейчас Серноводский район, вот перед коричневым, два куска маленьких. А теперь смотрим дальше. Коричневый вот этот кусочек карты. Надеюсь, всем слышно меня достаточно. Смотрим, что пишет он дальше. Он пишет. Коричневый кусок, это Нашха, это Галанчожский район, это Ачхой-Мартан, это часть Урус-Мартана. Нет, это не часть. Это Урус-Мартан, Ачхой-Мартан, это Галанчож, это Нашха, это Акка, это Майста, Мялхиста, это Шатой. Все вот это коричневое на карте. Посмотрим, что он говорит о них. Он говорит, земли ингушских племен. Послушайте, ингушских племен площадью 3780 километров. После завоевания Кавказа Россией, ингушские земли были поделены между двумя округами Терской области. Ингушский и Аргунским в 1866 году. Акка, находящаяся в составе Ингушского округа, была передана Аргунскому округу, а после объединения Аргунского и чеченских округов в 1888 году местные ингуши были окончательно ассимилированы чеченцами. Здрасте. Ну, для начала. Во-первых, как можно раздавать ингушские земли, если ингуши фактически не воевали? Вот вы сами по этой карте, я вам отвечаю. Ингуши, вы же сделали эту карту, видите? Ваш паблик сделал эту карту и опубликовал. Ингуши, как таковой, не воевали с царской Россией. Не участвовали в Кавказской войне, как таковой. Ну, кроме того, что там были на стороне царской России в основном. В этот период, который вы упоминаете, зачем ваши земли отдавать? Опять же, получается, все шатоевцы, все акинцы. Ну, акинцы, насчет акинцев, лам-экки. Именно лам-экки упомянули. Лам-экки,
сами сказали, изъявили желание, и есть документы, где они сказали, Илам Эхкы, и Мержуа, и Цечу, которые проживали, и Галай, которые проживали в этой области, не вся это вот на этом куске, остальные шатоевцы и тумкалинцы, туда входят Чанты, Хачруай, Дишни, Мулкуай, Мержуай, Галай, и многие все остальные, которые проживают на Шхуай, все они изъявили желание, акинцы в первую очередь, что они хотят быть со своим чеченским народом, и они сами, есть документы, вошли в состав. Они не были частью Ингушетии, они никогда не были этой частью. Эти общества были разбиты на землях, и они не были такой. Понимаете? Поэтому о каких землях и ассимилированы чеченцами, понимание ассимиляции чеченцев, вот вы понимаете, да, то есть эти тейпы, проживающие, это историческая родина, это сердце ногчи народа. Оттуда произошли все, фактически. Это Шатой, и Тонкал, Галанчаш, оттуда вот Эбер, Луай, Шабеш, Тигерда, в восточную часть пошли в основном, и вниз Ачхой Мартановский и так далее. То есть они, говорят, ассимилировали их чеченцы. Как сами ногчи себя могут ассимилировать со своим же народом? Только тупорылый баран, который занимается фитной и лезет к нам и публикует такую фильку, потом обвиняя меня в якобы я не люблю войнавство, я не хочу братства. Эту карту сделал я. Этот скрин. И это написал тоже я с километрами и всем остальным. Кто из нас делает фитну? Кто из нас не прав? Судить вам. Вы же смотрите, не молчите. Вы сейчас смотрите в Ютубе, в Инстаграм. Сейчас я закончу. Вы можете мне написать, и опровергните меня, скажите, что я не прав. Докажите, что я не прав. Я сейчас пока отключу, я смотрю здесь ненужные какие-то болтологию ведут. Шейн яцах етер, да, цдохком. Уахин, ногчи муах, ногчи тейпнаш, ногчи кам, вой дей муах, вой дей лат, вой тейпнаш, шадик войн уггари даган уллихил диешто, хумды шо гирош юич душу, шаурмаш юич душу, гоуши забаш яш душу, со киеч ватшу, шокчу худа дехкен. Шейн дей муах цабиза, шейн кам цабиза, тейпниш цабиза, tukmash varsh, yerch, gashe, gergen nachzabiza, shu sovolcha, shu daum dat. Dawai da balchtinas shi, khalabiush beshi, qerqniush, narkotik shukshi, qida tser public shu aish. Shu shay macht balabata, shun etwa shu tsadiza. Et bula tsigushtish yazdu stolchak bashunasi. Shein iachit me, I hum as duch khena latsadui, yusuk harbach, hard bak dui, was bak dui baslan borstuk, hatsayosh, shake duch khena ladur. So say mogshal, khan, say nacharchish, yo so sana was the ochchwa, when paid khlit, when omen paid khlit gash, madui, when burst khlit, when tsak khlit gash. When mahkan the adotsik tsakwalit gash. Ashu chu de akin shaurma yezi, danari yezi, har yezi boksha. Hokçua ihum şuyuştur. Şeyin yahiyet mi girdişun. Sosan satayipniş, san şu tayipniş duşun. I vay muak buşun, vay dey muak buşun. Şu dey, şu keşniş duşun kuza. Şu kimuak bama batşu. Şu mitçena dünyanda aşdala haribiye vay dey ayn metik ma bat. Hokumni satüş ezanlaşka ma bella Kazakstana qiyeçana tsabakluş. Ашу уахо, что был донар шьючи, шаурма шьючи, гоше переписк ши яшту. Так нахца эльч бях буй, шу бърт цахилч, шу ях цахилч, гоше дизер дашер цахилч. Шейн целей, ладух, дагваншта. Сок чуах цастак бия цависа, лучше ях ёш, он хуаяк чуах биситер голя адусун шей муах биш. Son عيتر شيء son سامو تعياتني هرياتني وجعتني بور إيهم جديد خيتم خيت شو هكر تاني
Дальше. Читаем. После этого коричневого кусочка смотрим. Наконец-то, опять же, коричневый кусочек, оранжевый кусочек. Это место, историческая родина всех представителей нахчи народа. Это Дзурдзукетия, это Кистетия, это наша родина. И от этих коричневых и оранжевых мест начали обратно отвоевывать свои плодородные земли и спускаться на равнину. И уже на равнине, когда столкнулись с черкесами, адыгами, они назвали Шашаны, спускаться, встретились там с соседями, осетинами, они начали нас цацанами называть и так далее, там кумыки начали мизджегами называть, татары их называют татарами, татары начали нас мизджегами называть, и только сюли, которые жили за Гуайхой, за Сулаком, начали нас буртиналами называть. А грузины, которые у нас граничат с югу, называли нас или дзурдзуками вначале, или кистинцами. Это наше название. Понимаете? Я не говорю, что оно не касается только нас. Да, в то время и касалось и ингушей тоже. Мы были единым целым. Но смотрим, что же написали про наш, я надеюсь, сейчас слушают шаройцы, шаройские волки. Шарар мялдо тейпнаш, ладуаешь, нохчичу я юшон, шарвой мах бушон, хуязяшту. Исконные, и кто заказал это? Опять же, исконные земли аварцев, тендинцев в скобках, площадь 1135 квадратных километров. Коренные жители написали, жители были, так как написал, говорю, подвергались, как написано, ассимиляции со стороны пришлых ингушских племен, которых в свою очередь чуть позже ассимилировал молодой чеченский этнос в 19 веке. То есть ингушские племена ассимилировали тендинцев, потом их переименовали в чеченцев. Что курит этот человек и что у него за баранья башка, я не знаю. Но что это заказуха и фитна, это был Шаройский район. Дальше смотрим. Прямо на углу синий кусочек под моей фотографией, синий кусочек. Вы видите, да? Это Гудурмес. Гудурмесский район, Курчелойский район в основном. Частично прилегающий к Шилковскому району. Послушайте, что пишут. Земли Тарковского шамхальства, в скобках, кумыков, площадь 728 квадратных километров, аннексированные чеченцами в 19 веке. Дальше. И, наконец-то, прямо посередине белое пятно. Написано «Чеченское княжество Нахчин-Муак». Все. Странно, конечно, что ничего кроме этого не написали. Вот то, что написано. Краткая история ползучей, обманчивой экспансии между тем, как 5000 лет воевателей и так далее. Ну, там дальше идет это. Тот, кто захочет найти пост, может найти его. Послушайте, мои друзья. После всего этого, когда идет публикация, когда идет опровержение, алейкум ассалам, странно, конечно же, вы не заметили, но не упоминается Ауху вообще. Ауховские земли не упоминаются. Я вам клянусь, если бы ауховские земли странным образом, они бы упомянули бы там, они не говорят, что с 1921 года эти земли были присоединены там, к Дагестану. Цундера, алейкум ассалам. Я
Многие вещи, может быть, упускаю. Валикум ассалам. Многие вещи, во многих вещах я могу ошибаться. Валикум ассалам. Не все успеваю захватывать. И один из наших братьев прислал Белгато Аллах барца бойлвай нохчи Аллах Белгто чуятин дана Белгто Талсаюэль Бодисник Эзашка Саудолетил. Два брата задонатили. Огромное спасибо вам за поддержку нашего канала. Если я ошибаюсь где-то, я могу попросить прощения, сказать, я был неправ. Простите, но я не вижу в своей работе что-то плохое. Я не читаю книги или документы царской России, как это делают представители новой элиты, там, помощников Русика, где они говорят, на самом деле они хотели нас растворить. На самом деле я так думаю. То есть додумывать вместо ученых, вместо историков, военных, генералов или различных офицеров царской России. Я этим заниматься не собираюсь, поскольку прежде чем это говорить, у меня должны быть очень наработано очень много работы по истории нашего края. А этого имеется в виду непосредственно подтверждающие, которые есть не просто огульно сидеть там, додумывать вместо кого-то. Такого понятия у меня нету. Я говорю то, что есть в основном, и то, что могло быть. Но есть логика, есть понимание истории, и мы прекрасно знаем, если бы адыги жили бы до острова Чечень, я бы этот пост не напечатал. А возможно, логически я просто понял, что речь идет о кумыках и нохчи, и вот об этой местности в этот период. Хотя есть, конечно же, и пробелы в этом. Мы знаем прекрасно, что в этот большой период, что огромная часть была под влиянием кабардинских беков. Это мы знаем. Черкесских беков, кабардинских беков, адыгских, правильно будет сказать. Опять же, в отличие от других, адыгские беки, князья, иначе говоря, оставили под сильным восстанием, под предводительством, последнее уже под предводительством Ушурмы, шейха Мансура, первого имамом Кавказа, освобождены были почти все земли, кроме части Малой Кабарды, кроме этой части. А эту часть Малой Кабарды выкупила царская Россия. И документы на это все есть, что она купила. И потом уже заселила эти земли у непосредственно терских казаков. Сунжинские, терские, гребенские казаки их называют. Их подселила туда. Если, я понимаю, что есть историки, которые говорят, но эти земли до прихода туда терских казаков принадлежали нам, возникает вопрос. До казаков, хорошо, гипотетически представим, то есть вы говорите, что эта земля ваша. Ну, гипотетические вещи мы говорим. До казаков вы утверждаете, что эти были земли ваши. А до вас кто там был? Там были нагайцы. Тогда это земли нагайцев. До нагайцев там были тимуриды. Значит, эти земли... Нет. Пойдем обратным процессом. Терские казаки, вот с этого периода, до казаков, кабардинские беки. До кабардинских беков эти земли были нагайских ханов. До нагайских ханов в основном они доходили чуть ли не до Назрани. Да, вы знаете, есть и исторические. До них смотрим, это земли золотоордынцев. До золотоордынцев эти земли это те земли тимуридов.
То есть нет, тимуриды были, точнее, после нагайцев эти земли тимуридов, после тимуридов эти земли, подождите, чтобы исторически не перепутать. Терские казаки, гребенские, до терских казаков кабардинцы, до кабардинцев нагайцы, до нагайцев тимуриды, до тимуридов, имеется в виду Тамерлана, до Тамерлана Золотая Орда, до Золотой Орды эти земли были этих чингизидов, монголов, до монголов эти земли были хазаров, до хазаров эти земли были аланов, до аланов эти земли были, и мы можем идти дальше, сарматов, скифов, кемерийцев, гуннов. Скажите, какое отношение имеют вы сегодня хотите говорить, что это были наши земли, чтобы говорить такие вещи? Эти все люди, которых я перечислил, государства, завоевывали эти земли. Аланское царство, у них эти земли под покровительство ушли хазарского каганата. После хазарского каганата они ушли под влияние, небольшое влияние еще арабского халифата. После арабского халифата они уходят под влияние монголо-татар. Это плоскостная территория, не забывайте, я не про горную часть говорю. После татаро-монгол идут у нас, точнее монголов идут у нас Золотая Орда. После Золотой Орды идет Тохтамыша, идет Тамерлан. После Тамерлана уже то, что осталось, идет нагайские ханы. После нагайских ханов, я уже не говорю про крымского хана, который частично тоже делал нападение. После нагайского хана идут уже кабардинские князья. После кабардинских князей идут непосредственно терские казаки. После терских казаков там оказываются Орстхуай, Нохчи, после ингуши. И вот так заканчивается эта эпопея на сегодняшний день. Поэтому говорить о первостепенности, кому, кто, мы были раньше, мы были это. Ну, извините, все, кто не является автохтонным народом, тогда нужно сказать до свидания. А вы можете это сделать? Эти люди 1000 лет тому назад завоевали эти земли и поселились здесь. И живут. Поэтому территория, ареал проживания сегодня автохтонных народов, он маленький. Потому что Кавказ, вся геополитика была на Кавказе. Там есть еще Горская республика. Все, которые бредят и говорят, вот единый Кавказ, централизованный Кавказ. Ну, несостоятельность этого проекта, как единый Кавказ, единое кавказское государство, показала Горская республика, которая распалась. Вы знаете, этот период мы еще даже не дошли до него, потому что это немножко такая тема, что правильно, что нет. Потому что возглавлял там Топа Чермоев, там другие все, ну, положение дел. И просуществовал он и недолго. В основном управляли промышленники и так далее и тому подобное. Поэтому, прежде чем говорить мое, наше, забрали, отобрали, наше, поделили, а когда это наше было, то надо посмотреть. Ладно, давайте отвечать на ваши вопросы. 2 человека задонатили, да. Пока только 2. Когда кто-нибудь задонатит, я сразу говорю, поэтому не напоминайте. Я получил доступ к архиву, говорит, про шейха Мансура. Так, подождите. Все-таки я соврал. Сейчас только что пришел. Донат. И Адлан
Адлан задонатил. Адлан дал сидуэло, дал духуахуэло. Я даже не знаю, Адлан. Ты, брат мой, уже второй раз сегодня радуешь, поддерживаешь наш канал. Огромная тебе благодарность. Ногче фильм дал духуахуэ мат бяч полнах хилладер. Башлам. Ацуназрания дауэлин йонг мил разъер тукцин. Это нагайский хан какой-то за Золотой Ордой. Про какие земли сейчас идет? Это про плоскостные, предгорные части. Так, Хайдабеш уже не видны. Эцгаски, Эрмуах и так далее. Башлам. Я слышал от стариков, где казино за горой стояла бетонный волк, определяющий границы Чечни и Дагестана. Говорят, во время войны разрушили. Наше время они, соседи у берегов казино, перешли границы. Но это не наше время, это в 20 веке уже. Что касается волка, не знаю. Бетон и волк, это должно быть современное строение. Башлам, Тамерлан и Тахтамыш существовали же в одно и то же время. Нет, ты не поняла, о чем я говорю, Харц Аббас. Амин. Ты, конечно же, и прямо не знаю, блин. От Ауховского Ибряима прислал. Ибряимир Аух дал Сидуэл, дал Саадуэл. И вот еще один. На день рождения. Я не знаю, кто ты. Я понимаю, что Дейрес Хил я не буду, но не надо вот тем самым меня каким-то образом. И да, это ничего, но это меня не оскорбляет ни в коем случае. Хаймах буа гойчбек. Я зинег хайндуа. Я ни у кого ничего, как говорится. Это остальные, кто донатит, это просто задонатили. Ну ты написал там слова, которые написаны, весят столько же, сколько ты отправил. Это 0, сколько там? 1 и 0. Короче. Ладно. Дикдук. Сахон. Сохоб швоч. Подарок суньяли ещёч. Кто бы ты ни был. Ладно. Нет. Я хочу, чтобы ты понимала, Амина. Тахтамыш — это Золотая Орда. Это, я говорю, под Золотую Орду. Сперва мы стали золотые ордынцы во главе с Золотой Ордой. Плоскостная территория полностью была под ними. А после Золотой Орды уже разрушен, Тахтамыш уничтожен. Мы же были на стороне золотоордынцев, когда выступали против Тахтамыша. Не забывай. Я просто говорю про правление. Тамерлан — это другое. Он строил другое государство. Тахтамыш строил другое государство. Хотя Тахтамыш и был прямым наследником Чингисхана, чингизидов. А Амир Тамерлан не был прямым потомком его. Даже не был монголом он, насколько я знаю. Вот. Поэтому это понятие, конечно же, я имею в виду про государственное устройство. Тамерлан после себя здесь ничего не оставил, кроме сожжений. Сожжены были все, что осталось от Аланского царства. Последнее существовавшее Аланское царство, это 14 век, время последнего существования, он уничтожил его. Я это имел в виду. Башлан, амазонки в каком веке разгулялись? Это до нашей эры должны быть амазонки. Вала, бусул дин хиличкавказя, как одна страна, как один кулак, хилдиш мадарвай, наоборот, вовще дахкай врагиш хилячду, это мое, твое Боже. Анзор, твое, мое всегда было. Прежде чем говорить об исламе, о братстве, нужно отказаться от претензий к своему брату и их земель. Вот тут начинаются споры и деления. И тут не все мусульмане, чтоб ты знал. В то время, к тому же, здесь не было, здесь были и мусульмане, и другие были, поэтому не надо эти вещи говорить. Здесь и Кавказская, и православная Грузия, и католическая Армения, они не являются. Это тоже Кавказ.
за или здесь разницы нету. Здесь были и горные евреи, поэтому не все здесь все так было просто. И плюс в Резко терские казаки, которые поселились фактически за Тереком, они тоже были. Поэтому это тоже нужно понимать. Опять же, Цахал Дизер, ну видишь, как написал, под моим постом начал писать один о великом Туране, он начал писать вот Туран, великий Туран и так далее и тому подобное. Вопрос не в великом Туране был, а он конкретно наезжал на нас, Нохчи, и на адыгов. Имея какие-то претензии, мы хотим построить великий Туран, называл соседние регионы, которые к нам имеют конкретные претензии, и по земельные претензии, и по истории, и к адыгам имеют, и к нам. То есть к автохтонным двум народам, включая и грузинам. Грузины автохтонные, адыги автохтонные, мы автохтонные. И к нам они со своим Тураном имели конкретные предъявы. Говорили, нас 200 миллионов и так далее и тому подобное. Понимаете? Вот в чем проблема. И вот только что начали сообщения приходить. 4 человека задонатили. Огромное спасибо за поддержку нашего канала. 4 и с ноготь там. Один человек хотел меня подколоть с моим днем рождения. Бетонный волк. Так, дальше. Границы доходили до Сулака, горной части. Да, до Ойхай. Не уделяю время всяким шакалам. Пытаюсь не уделять. Башламща, щемаха, бицо. Ну, меня он оскорбить вот этими вещами он не смог. Асбахцу, умацеэль, сейчас уцангал бошвац. Поздравят, не поздравят, скажут что-то хорошее. Все, что там есть, я зачитываю. Но это я зачитывать не стану. Мы им не враги, много чести им иметь таких врагов, как чеченцы, как Басни, Слон и Моська. Дальше, эсдивори, цасун, эсдивори, Вопросы задавайте с Ютуба, если есть вопросы. Ибраим, количество, сколько у нас в Ютубе человек, скажи. На последнем моем эфире, еще раз, как раз сейчас, пока все свои, я прошу прощения, я хотел сделать, обещал вам во вторник или в среду, в день своего рождения, сделать эфир, но я не сделал, потому что я знал, что будут вот такие вот подколы, типа день рождения отца, или чтобы этого не было, я этот эфир, который во вторник, хотя я хотел провести со своими близкими, с вами, с друзьями, но я не стал перебивать, как бы наши пятницы, субботу, воскресенье, в эти дни сделал. Прошу прощения. Вначале я это сказал, многих не было, сейчас довожу до вас, до сведения. Дальше. Есть вопросы? Задавайте вопросы. 76. Да, что касается Ютуба, уважаемые друзья, есть информация, и многие блогеры, и российские, и некоторые политики, не политики, приближенные сегодня к власти, федеральному центру, все как в один начали говорить о том, что вполне возможно, что в ближайшее время канал YouTube заблокируют. Поэтому, друзья, мы вещание ведем через Instagram, вы знаете, да, вы можете смотреть его через YouTube, но если вы даже будете смотреть через YouTube, если у вас есть VPN, вы сможете, если даже заблокируют, через VPN смотреть и через YouTube канал. Просто свободного доступа без YouTube канала у вас не будет. Поэтому каждый желающий может просто-напросто скачать себе VPN заранее и оставить его, если вы хотите в дальнейшем смотреть через YouTube, когда его заблокируют. О, день рождения у тебя, дал десен шерш, Аллах резвошняк дохил, анзор дересхил, дал духуахуэл. Огромная благодарность за поддержку и за теплые слова. Ядерная, лишь бы не случилось, Башлам. Что бы ни случилось, у многих восстанавливают аккаунты, надеюсь, скоро VPN не понадобится. Ну, восстанавливают аккаунты или нет, я не знаю. Вот, жалобы о том, что они начали убирать. Facebook Facebook тоже. Все, кто хочет Facebook, YouTube, все, что вот якобы
хотят заблокировать, закрыть, через VPN можно посмотреть. Я это говорю тем, кто проживает на территории России. В Европе, я думаю, и так смогут смотреть. Наоборот, скоро освободят и YouTube, и Инсту. Не знаю, я поделился информацией, поскольку очень, я читаю, в основном читаю все последние новости, пытаюсь всех исторические паблики тоже все как бы проследить и просмотреть. Прошу Башлам правду, что Гитлер не любил евреев и за что. Ассаламу алейкум, Бену. Терять время на подобные вопросы, я думаю, что немножко неуместно. Да и что ты говоришь вообще? Ты прекрасно знаешь, что это было так. И мы получаем еще одно. Ассалам алейкум. Башлам, братва Дишни. Мухаммад прислал от Дишни братвы, задонатил. Дерез хил Мухаммад дал дуква ахуал, дал сидуэл, болдиснак эзашка соудолетил. И сегодня дышнинцы тоже подтянулись. Дышнинцы, ауховцы, некоторые тейпы любят, когда донатят. Прям написать Белхтуай, сегодня отличились Белхтуай, Дышни и кто там еще, и ауховцы. Там, некоторые любят, когда донатят, тейп называть. Бено, ну ты знаешь прекрасно, это ответ такой вообще детский. Все прекрасно знают, что об этом обвинял, что это антисемитская политика. Вести данные разговоры по Инстаграму, Ютубу, Фейсбуку не считаю целесообразным, ибо это может расцениться как правило к блокированию канала. Поэтому нужно быть осторожнее с данными. И другим тоже публичным деятелям не рекомендую этого делать. Тот, кто ведет свой стрим и паблик, могут просто-напросто чертовой матери заблокировать. То, что он был антисемитом и что он уничтожил 6,5 евреев, сжигал в газовых камерах, про Холокост, все вот эти вещи читали везде. И очень много раз, был ли, не был ли Холокост, вот эти суждения, то, что Гитлер и большая его плеяда были оккультистами, что, ну, оккультизм, сатанизм, в принципе, что вот великое верование арийцев, про Валгаллу и так далее, это все было, это показывает и BBC, и все остальные телеканалы. Я думаю, что с этим проблем нету ни у кого. Так. Вот, дальше. В прошлом эфире у нас на нашем канале было, я забыл количество, назвал я, да, 300 с лишним человек. Башлам, хайрвел, так говори по-твоему. Хайрвел, вацар, ну, мало ли, каждый человек по-своему. Так, и подключился брат Казбек, подключился и говорит: Чинхуай букруз эл. Букруз эл. Чинхуай букруз эл. Чинхуай дался за Казбек. Чинхуай букруз акити дал дуква хуайл. Дал сидуэл. Чинхуай док тайпду, хаз тайпду. Хазнехсан яхьоша ценнохчибу. Денолош, бубадик бахалдиз, они не входят ни в один тухум. Чинхуай один из больших тейпов. Смелые ребята, особенные наши сестры из тейпа Чинхуай, еще те ого-го, короче, шейд кардинчарах был. Поэтому Чинахош меттиг, Чинхуай лам бау шай гёльшу, так что Чинхуай красавчики, штама. Это не потому, что донат прислали, а вообще про тейп Чинхуай. Дышни, опять же, прислал один донат, прислал Дышни, он тоже не входит в тухум, тоже один из больших тейпов чеченских. Другой Чинхуа, тоже один из больших чеченских тейпов. Третий прислал Белхту, тоже Белхту, я сумха шта ши ко и пхиюртилин Белхтуаш. Я уже не считаю остальные, имеется в виду вот исторический бахш у нас. Белхтуай док тейпаду, исконно нохчи тейпаду, цен тейпаду. Дерга
Кстати, основано Дерга, селение Даргоевское, прошу не путать, не Дарго, а Даргоевское селение, основано представителями тайпа Белхтой. Исконно чеченские тайпаду и Нохчи тайпаду. Так что вот сегодня заявили, но Белхтой входит в Тухум Белхтой, они являются нахчмаххоевцами. Вот. И от Белхтой Аль-Шахадайте. Ну и, конечно, здесь есть еще наш брат, который Заух, который Ибраим отправляет всегда, почти что пытается принять участие. Походу все бабки у них по шлам донатят. Да нет, там же речь не идет о больших деньгах, каждый помогает по мере возможности. Причем тут... Нет, если ты хочешь, я могу тебе зачитать еще тот, кто прислал 1 рубль. Вот. Но я не знаю, какого он тайпа. Надеюсь, и не узнаю. Так, давайте дальше вопросы. Чтобы не отвлекаться от истории, от нужных вопросов нам. Что вы хотели еще узнать? Данные, какие данные? Сообщение пришло. Адлан Гурсаев, Башлам, он Цажейн Дал Лушварсо, Сохахажхум Дакарах Жирдар Хабаркавин. هون تعجين دلو شورسو باخ حاجن هم ده كراح Атлант, соцахети хатарах. Еще раз я подтверждаю, еще раз вам говорю. История на родном языке пишется Маргал. И никаких с этим, как говорится, нету сомнений. Маргал и второй шел там Тарих, но это арабское. Сундера. Директ чуязни, а с ответи дирдон. Жайна любой ума сайну аяльча. Алхамдулилlah, хавицу душу. Так, и задонатил брат Сандхуай Сембуэл, Бисмиллах, Адаму донатиятин, Адлан. И Жейн иец Бог хардуй адает Адлан сюга дaqлается Адлан дал духуахуэл, дал сидуа сунаятра Адлан умяцун талан содек алвеш по полной программе Куазла уже задонатидина Адлан дал духуахуэл, дал сидуэл, Бог диснек эзершка соуду летел. Огромная благодарность всем за поздравления, за поддержку, то, что вы делаете. Поддерживайте наш канал. Я безмерно рад, что мои братья, сестры со мной. Сегодня, правда, все братья, в основном, иногда раньше в других эфирах были сестры, но сегодня братья дали огня, как говорится. Вот так вот. И еще раз вам говорю, проблем как таковых нету. Имеется в виду с информацией. И начинается, как собирается. Да, а в ближайшее время ждем вот сейчас небольшое пополнение в плане того, что этот техническое обеспечение DRS Hill Team, DRS Hill. Поэтому вот жду, короче, сейчас как подоспеет. Так-то один из моих братьев обещался мне не на день рождения, обещался подарить последние AirPods, так что многие вопросы скоро будут
исключены. Из новых книг тоже должны скоро поспеть нам по истории нашего народа хорошие книги, которыми я вас обрадую. Вот. Я надеюсь, это давно уже ждал. Я то, что собрал, небольшой донейшн отправил. Жду, пока поступят эти книги. Жду новую нормальную подставку, чтобы мы могли проводить. Материалов, я прошу прощения, в последнее время печатать информацию не успеваю, просто-напросто небольшая проблема была и технически, и небольшая проблема с глазами, имеется в виду зрение, цани, холоду сунцаджимот. Поэтому понемножку пытаюсь исправить ситуацию. Будут новые карты, будут новые опровержения, без всякого сомнения. AirPods, ну, во-первых, мне их еще не подарили, Бену Бенаси. Это раз. Во-вторых, это все-таки личная гигиена у каждого человека. Не думаю, что ты станешь носить наушники, которые я носил в своих ушах. Это как-то неправильно. Я не знаю, наверное, так. Все мое, это, как говорится, я могу поделиться с проблемой. Ибрahim, если есть вопросы, задавай тоже вопросы. Башлам дал сидуал ханнах йоцнах дук юкучуах рейш мадар эльш. Я, честно сказать, нахьючнах на людей пустых я не обращаюсь. Я не знаю, есть ли там сменные штучки Бену Бенаси. До меня не дошло, просто человек обещал, брат один, будут, нет. Ох, какие штучки, у меня их не было никогда для начала. Поэтому все, что мне присылают, я вам как-то показываю, пытаюсь показать. Вот так вот. К сожалению, похвастаться какими-то супер новыми подарками не могу. Но возраст берет свое. Возраст, это, конечно... Ассаламу алейкум, Сидов, ва алейкум ассаламу, рахматуллахи ва баракату. Тут один написал мне, покажи подарки. Мне нечего показывать, честно сказать. Подарков как таковых и не было. Башлам этто валхарики соуда и тардар эл. Шамиль дал духу ахуайла, Аллах дал сидуэль. Любая сумма. Асбахвик, цасон дает наш бон, сон оттаряш. Цаалма дает сон шамиль, да саадуэл, будис не гезашка соудальтим. Башлам утром и вечером читай аскары, да будет защита тебе от Всевышнего Аллаха, от всего плохого. Да, анзар, всегда уж ты гдяшу ламаза, гдяшу дучуат, стак, кибаш, харца леш, ватсо, концерты, музык, туда-сюда. Вот. Ну, просто я имею в виду, мне сейчас, конечно, поступила информация, кто-то нам написал мне в директе, на что я тоже отвечу, если у вас будет по истории, я и по истории, но так сегодня получилось как-то больше и про день рождения, и про мою жизнь. Я отвечу вам на некоторые вопросы и свои мировоззрения со своим поделюсь. Башлам, мы тебя и без всяких новых вещей любим. Дэрэсхил Бену Бенаси. Что-то Бену Бенаси, мне кажется, что тебя на самом деле зовут просто... Позывной у тебя был Маршал. Ты и Амина, вы походу ходите по кучкой. Ассаламу алейкум. Башлам Бламберг пишет про предание горцев, когда все объединились против карабулаков. Что знаешь про это? Я скажу, что это чушь собачья. Все против карабулаков не объединились. Если бы и было бы такое общество карабулаков было бы уничтожено. Раз. Во-вторых, никто не объединялся против карабулаков. Карабулаки, то бишь Уарствой, это часть Нохчи народа. И Нохчи не позволили бы трогать часть своего народа. Поэтому я думаю, что это просто-напросто Бламберг, если написал такого, я не видел, честно сказать, но все же думаю, что это недостоверно. Потому что в основном уарства жили в горной части, и только позже их начали спускать. А когда они спустились уже, ну, понимаете,
кто какие политические течения занимает, это другой вопрос. Кто-то может быть красногвардейцем, кто-то может быть белогвардейцем, кто-то с Деникиным, кто-то с Ермоловым. Кто-то может быть там независимым горцем, там, с имамом Шамилем или с Ушурмой. Разные стороны занимали. И один и тот же народ порой делился на 2-3 части. Поэтому не надо это воспринимать близко. Там. Деление Карабулака, Уарстхуай, никогда ни про Мелхи, ни про Уарстхуай, ни про Эххи у нас нету понятия как отдельный. Валлахи нету. Валлахи, биллахи, талахи нету такого как отдельно. Такого понятия. Уарстхуай, Малхи, Эххи, Шайбуш, Мушу, Нахчиду. Все. У нас нету другого понятия. Здесь такого нету. Когда какие-то бытовые ссоры там начинают, хамилу, что ищет будет, что хочешь будет, это есть даже между двумя братьями, между двумя снохами бывает такое. Хахюртер, аудалюй, хахюртер, аудалюй, ну и так далее. Это бытовуха. Не нужно бытовуху выносить на народ и на общество. Это же было деление, я вам рассказывал, деление было по тейпам, по вирдам, по районам, по селам деление было. Одно село драться шло с другим. Или в свое время там кровная месть между селами и так далее. Это все было. Это нравится нам, нет, но это история, которая, ну что уж поделаешь. И задонатил наш брат. Звучит тревожная музыка, это Беной идут. Вот так Беноевец Заур задонатил. Заур, красавчик, дал сей дуэл. Знаю, всегда пытаешься поддержать. Сообщения с донатами бывают у Заура хорошие. Поэтому я думаю, Бламберг все-таки и те офицеры царские, они относились по-разному. То есть, если какие-то общества, которые жили поближе к ним, в данной ситуации Малая Кабарда, точнее, это в основном вот там, где проживают сегодня Уарстхуай, они были более лояльными, мирными, они их считали своим обществом. То есть, что они не воюют против них. А если горные части, а у нас как было, все, кто на той стороне, этой стороне, между собой же стравливали. Чтобы вы понимали, всегда для человека, который ведет экспансию, завоевание, он пытается стравить между собой единый народ, общество, фамилии, чтобы они уничтожали друг друга. И когда становятся слабыми, автоматически все их имущество, вся их земля, и эти люди, подпитываемые там какими-то копейками или с чем-то землями, конями в тот период, я не знаю, что там конкретно можно сказать, в основном были земли и царская казна там. Они платили и стравливались друг с другом. То есть малые чеченцы стравливались с большими чеченцами. Грубо, чтобы примерно, чтобы было понятно. Мирные чеченцы, те, которые жили там, допустим, Терский, на Теречном районе, стравливались с горными. И эта психология, она сохранилась, еще в 20 веке она сохранилась. Вы не поверите, самые сильные умы, которые были в нашем даже народе, которые имели профессорские звания, садились и рассказывали такую чушь, говорили, там они горцы такие, мы плоскостные такие. Мне стыдно за таких профессионалов, за таких, извините за выражение, идиотов, которые говорят, и они горные чеченцы, они плохие, а мы вот натеречные чеченцы, мы хорошие. Это как бы сказать, ну, это вот как сказать, мы ауховские чеченцы круче, чем панкийские чеченцы, а панкийские чеченцы круче, чем чеченцы, которые живут в Грозном, а грозненские чеченцы лучше, чем чеченцы с Иордании, а с Иордании чеченцы лучше, чем чеченцы в Турции. Ну вот, вы сами послушайте, насколько это дебильное трактовка, понимание вообще нашего народа. Как о своем народе можно... Это же как раз таки вот так стравливали людей. Вот таким образом. Вот по этой карте вы же видите, одна родина. Они говорят, это забрали у тиндинцев, это забрали у кумыков, это якобы забрали у нас. А даже всю жизнь Муастрахил был, терский казак, царь Ширай он подарите на Нохчищан. Взамен маленького пригородного района, который, я не знаю, маленький, просто
Территориально он маленький. Отдали огромный Наурский район, огромный Шилковской район, который, наверное, в раз, ну, может быть, в 5-6 раз больше, чем весь пригород. Вот какие же дураки должны были в то время быть советы, что они взамен пригород, то есть взамен, вот, чтобы ублазнить, приласкать, чтобы были довольны, грубо говоря, осетины, они забрали огромный кусок у терских казаков, огромный кусок там, грубо говоря, у остальных кавказских народов, небольшой кусок забрали у кумыков, небольшой кусок забрали у аварцев, тендинцев. Хорошо, что грузин не упомянули. Осталось только их. Ну да. И, говорят, отобрали ингушские земли, отдали чеченцам. Чеченцы, которые воевали в Кавказскую войну против царской России, и ингуши, которые были на стороне царской России, ну, в Кавказской войне, на стороне, ну, без разницы, не участвовали. У неучаствующих отобрали и отдали своим врагам. Вот это в чем логика должна? Это насколько тупой человек должен, чтобы вот такие вот вещи делать? Это как историю можно так изучать? А нельзя. Это стравливание. С одной стороны натравливает адыгов. Сказали, малокабардинцев забрали землю. Ногчи не забирали ничего у малокабардинцев. Самое интересное. Даже Псидах Дюэлкюрт был выкуплен у Бека Черкасского самими чеченцами, которые проживали на этих землях. За все, что у них было, золото, все, что там подарено. Вот именно Дюэлкюртер Ногчи сами собрали и выкупили это у Бека Черкасского. И есть тому доказательства. Башлам, и цасуам юх дает вариант юйцун и еще сверху рубль накинуть ему. Я не знаю, братан, через какую программу он прислал, но не знаю, они обычно раньше был один человек, который так всегда делал меня подкалывать, вящи и гумшлил дворцу. Башлам, нарницы пишут, ссылаясь на Татоева, что Атаги образовал некий Этигал из Галгай, который там Какой Этигал? Уюйцизм. Не, братан. Нарницы, где находятся старые Атаги и где находятся ингуши? Ну, не было их столько, их вообще нету столько. Атаги, я не знаю, старше, наверное, даже самой Назрани старше. Атаги очень старое село. И Чечень очень старое село. До основания Владикавказа, до основания Назрани Атаги. Каким образом? Я не про новые Атаги, я про старые Атаги. Атах. Про это селение есть там, какой Этигал, какой, Сямпунсяо или там, я не знаю, нарнийский предводитель из Чингачгуков. Вы что, с ума сошли, что ли? Те же самые байки рассказывают, гонки, те же самые банки рассказывают эти, сюли, наше название, это чушь собачья. В Псидах исконные земли племени Уака-Нака. Не знаю, какой Уака-Нака у тебя. В Псидах исконные земли Ногчи народа, которые там проживают. Уака-Нака юйцасон. Тунсуа щуйтахмабар. Тунсуа щуйтабу. Их вообще в природе начала, когда было старое. Конечно, я и говорю. Йок-Атах это одно из старых селений тоже нашей родины. Дальше. Башлан, было когда-нибудь встреча историков Кавказа, чтобы сделать конференцию там? Нет, не было такого. Да и не будет. Никогда. Да не зумба ойзишун. Оузац. Да не зумба.
свое мнение, а еще раз я говорю, я не буду затрагивать вопросы, касаемые пригородного района. Это конфликтная ситуация между... Я свое мнение по этому поводу сказал. Но, простите, что бы вы там не определяли на картах, я не сказал, что карта фейк, где там пригородный... Я же не указал на пригородный район. Я выделил Галанчорский район, кусок, который вы присобачили к своей карте. И пишите, что это вот таким образом делаются, пишутся карты, а потом говорят, а вот на этих картах, видите, это на самом деле так. Вот что это есть. Нельзя, не позволите, нет. Мы живем сегодня каждый в своем дворе. Каждый свой огород имеет. И не нужно передвигать сетку в моем огороде. Младший ты брат или какой бы ты брат ни был, не стоит этого делать. Занимайся своим хозяйством, строй небоскребы, строй 50-этажные башни, но заходить ко мне не нужно. Какой бы у меня там дом ни был, каменный, деревянный, кирпичный, это не твое собачье дело. Дорогу, асфальт я прокладываю, это не их дело. Поэтому... нет, не обобщаю. В Очхой Тумсой 13 тысяч общее население, 32 тысячи помимо Тумсой. И Стинзуай. Что за Стинзуай? В Очхое проживают почти все нохчатые полной. Айда Моська, знаете, не сильно раз лает на слона. Это их политика. Слон мудрое животное, умное очень и мудрое животное, и сильное. Но есть и у слона свои слабости. Но поговорку помню. Дальше. Ассаламу Ну, алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. алейкум. Ничего, альхамдулилля, держимся. Что там? Ничего, все потихоньку, альхамдулилля. Нормально. Все хорошо. Ты хотел спросить что-то? Я просто поздороваться. Стал от души. Нормально. Получается собирать? Что собирать? На развитие. Ну, на развитие, конечно, не сильно получается. Ну, нет, так, на связи, так, на книжке иногда бывает, перепадает чуть-чуть. Небольшое. Машаллах. Это не зарплата, это не сотни, не десятки тысяч, это маленькая сумма вообще. Ну, по сравнению с другими стримами, которые делают, так как делают в других местах, у нас не имеет вот такой силы, у нас нету вот этого культуры понимания, что нужно поддерживать друг друга, развивать блогерскую деятельность. У русских есть, у европейцев есть, у других есть. А на Кавказе больше не столько помочь пытаются, а пытаются задеть. А просто уничтожить все, что есть. Да. Поэтому по мере возможностей, конечно, такие ситуации. Связь немножко Это висит. заходит, говорят, это правда, да? Полностью. У нас в России полностью остановит, говорят, Инстаграм, да? Инстаграм в России, в принципе, уже остановлено. Про YouTube говорят, что YouTube должны закрыть тоже скоро. Черт его знает. Тут точно. Вот такая ситуация. Ты немножко виснешь. Тебя зовут как? Хасан. Хасан, у тебя, если ты быстрее, если у тебя есть вопрос, не спросишь, он виснет чуть-чуть, сейчас вытянет тебя, поэтому, если у тебя вопрос есть, если просто салам. Ну что, ассаламу алейкум сказать, зашел.
Все. Я работаю по седому Хорошо. магазину. Хорошо. Это хорошо, что ты работаешь, а то это лучше, чем быть без... ну, связь, Хасан, нехорошая, поэтому тебя выкинула. И того. Так. Связь нормально, вы слышите меня? Слышно меня, видно? ده جدول ده عطاش خاطر ضلالي تقدر خاطر تغش كان يخو جو بشلاها глючит ба аз is gang mil خاطر بشلام نخشمكو السلام عليكم وعليكم السلام سون جيم آتاخ يق آتاخ شين إيشي تغرق تلن يؤوش خزنا يق جيمي Нис Бахсуна, есть такая легенда, что две сестры Хинал Диасия Уахин Цешина, уже есть такая легенда. Башлам. Цажим Ехинир, Ехинях, банк Чуах, Мавар Ис. Это не думаю, что тот, кто хочет помочь, тот, кто хочет донатить, он всегда это сделает. إيش تقامي أشياء بوش أبوش نتعاون يرغنا واستودعات استخدمنا أشياء موارا Ибраим, шуй, гушуй, можете позицию чуть-чуть поменять. Вы можете не поверить, но в день моего рождения позвонил Саид Мухаммад с Норвегии, поздравил меня с днем рождения. Я даже не знаю, как он, откуда он, что он. Ну, такая вот тема есть. Башлам, он еще виснет у тебя, потому что связь плохая. Не знаю. Я вроде бы виснет ба. Ага. Может, мне быстро перезагрузить? Окей, не теряйтесь, я быстро перезагружу сейчас. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Ибраим, видно, слышно? Есть связь? Да. Нормально теперь все?
Мы попали, мы пропали. Башлам, ассаламу алейкум. Держаться, дяшвую. Ва алейкум ассалам, нохчи фильм. Держусь, ваша далдуху ахуэл. Держимся, по крайней мере, пытаемся держаться. Нохчи фильм. И если я не ошибаюсь, это же твой фильм, да, то, что я опубликовал один. Хорошая работа, отличная подборка. Мне очень нравится особенно деятельность из Нохчи фильма, который исторические некоторые моменты публикуют, подгоняя под него какие-то исторические события. Нужно побольше, конечно, в мере возможности именно сюжетов Кавказской войны, вот эти исторические фильмы, ва алейкум ассалам, подбирать их. И если это ты делаешь подборки и ролики, они очень хорошие, публиковать их, они очень хорошо заходят зрителям. Но нужно особенно быть осторожным, нужно в подборе. Я понимаю, что в основном у нас берутся какие-то такие сильные, западающие в душу мелодии из исторических фильмов различных, касающихся там Троя, не Троя. Нужно очень-очень осторожнее с ним, потому что каждая вот Нохчи фильм, публикуемый каждый твой ролик, если там используется американская какая-то европейская музыка, они сразу уже, поскольку под санкциями идут, начинают блокировки, идут, запрещено там авторское право, поэтому использую в основном наши народные мелодии, там песни, стихи. Вот наше используй, только наше. Очень тебя прошу в своих фильмах особенно сильно не подпускай к своим роликам ни в коем случае, если ты не говоришь конкретно про них, там, взаимодействие, там, допустим, что-то, какие-то столкновения между нами и Сюли, или столкновения между нами и Алла, если есть, тогда показывать это нормально, но когда ты рассказываешь про наших чеченцев, очень много наших башенных комплексов, в том числе реставрированный Шаройский сейчас башенный комплекс, и хойские наши башенные комплексы. Вот их пытайся публиковать и с нашим колоритом, нашей национальной мелодии, чтобы не подавали на авторское право в Ютубе, в Инстаграме, поскольку Россия сейчас находится в санкционных списках, они сразу бан прилетает и говорят, что вот вы там запрещены в этих государствах использовать эту мелодию, если явно там нет у вас признаков разрешения от этого или того автора. Нужно с этим осторожно быть. И кто там еще? Ислам. Просто Ислам задонатил, без ничего, без всякой подписи. Ислам дал саадуэл, буддистник дал эзашка соудолетил. Дал духуахуэл. Огромная благодарность всем моим братьям, которые поддерживают наш канал. Башлам, почему Турция, Персия так боялись России, что не помогли Кавказскую войну горцам? Это правда, что Россия хотела захватить Стамбул, но горцы помешали этим планам? Ничего подобного я не слышал, что горцы помешали. Но это немножко, я думаю, преувеличено, это раз. Во-вторых, что касается боялись, неправда. Боялись, неправда, просто мощь и государство Российской империи было без всякого преувеличения одним из самых сильнейших. Что касается Турции, Турция воевала очень долго с Россией, порой в начале даже очень эффективно, но потом Россия, конечно же, многие войны вела более эффективно военные действия. То есть были моменты, когда рассказывали, что во времена Петра I они очень сильно боялись турецкий флот и так далее. Но дальнейшее уже при Екатерине, вы знаете, да, и при Екатерине, Елизавете, все вот войны, которые проходили, они проходили по-разному, но в основном победы были за Россией. Что касается Персии, персидское могущество не было таким сильным. Да и плюс каждый пытался свое влияние. То есть Турция распространяла свое влияние в основном черкесов. Пытались, вот в основном ставка у них была. Но в основе своей, я не хочу сейчас вмешиваться в адыго-турецкие отношения, потому что с одной стороны они помогли, но с другой стороны они
тут уже сами историки адыгские должны ставить, что было больше благом или нет. Ну, есть такое понимание, это все-таки взаимоотношения самих адыгов. Огромное количество черкесов до сих пор, тысячи и тысячи, если не миллион черкесов проживает в Турции. Да, они забыли свой родной язык, они стали фактически турками, но они называют себя черкесами. Да и по всему миру адыгов больше всего, наверное, на Кавказе, больше, чем адыги, мало какие народы. На втором месте только, наверное, могут с ними сравниться чуть-чуть, это нохчи. Вот. Больше всего адыги, второе место нохчи, пострадавшие от этой Кавказской войны. Вот, что касается. Но несмотря на это, по милости Всевышнего Аллаха, геополитика того периода, они были более державы. И, ну, смотрите, если черкесы были более или менее на стороне Турции, в принципе, Грузия воевала против Турции. Ну, воевала как... Настрадалась Грузия от Турции достаточно. И Армения, и Турция фактически... и Армения, и Грузия фактически остались в тех границах, благодаря, в основном, стоит отдать должное, многие могут не согласиться, но благодаря тому, что они были под протекторатом Российской империи. Персию они выбили. Что в тот период одно из самых могущественных государств была Россия. Персов отогнали, турков отогнали. И вот Грузия такая, какая она есть сегодня фактически. И многие другие кавказские, закавказские республики остались такими, как есть. Что касается горцы, помешали захватить там Стамбул, ну, как и любое государство, доминирующее в тот период, любой бы хотел бы захватить столицу Византийской империи, но нынешняя Турция, Константинополь, как же правильно, столица. Александрия, Константинополь, Рим. Вот. Россию называют Третьим Римом, вы знаете, да? Когда-то Стамбул была для православия была одна из главных святынь. Но их мусульмане отвоевали, и многие полководцы говорили в то время, что нужно отвоевать там Стамбул, что обратно должны забрать у мусульман. Вот эти разговоры были, но что они конкретно пытались это сделать, маловероятно это было. Турецкая армия тоже была не такой слабой, как вы думаете. И шли на уступки друг другу много. Нохчи фильм «Смотри случайно Ингушскую башню не сними». Так и есть Тигер Руссо. Нохч Махво. Кто знает, кто объявил Гитлера газовать? Да, это мы все знаем. Нохчи фильм. Да, готовлю. Тимур и чеченцы. 2 глава. Да, это был Тимур. Ой, Нохчи фильм. Нохчи фильм. Смотри, очень важное и нужное. Вот у тебя, я тебе сказал, вот его бренд, который ты сделал, Нохчи фильм, великолепный. Не забывай, что твои ролики это то, что останется после тебя, вот ты или там еще на сотни лет даума. Как ты запишешь, так и будет. Не забывай, вот чеченцы это бренды, я понимаю, это как Adidas, но в первую очередь всегда ставь Тимур и Нохчи, и уже косую, и потом чеченцы. Дай знать, что вот название твоего народа Нохчи, понимаешь? Чеченцы, оно прилипло к нам, и ты должен вести через такие ролики, которые будут долго и долго. Это уже и все в научном обороте уже сейчас у нас Академия наук приняла, есть установка и приняла исторический экскурс, введены такие термины, как вместо чеченский, нахчийская история, нахчи, потому что все это твое родное. Вот как бренд твой Нахчи фильм, точно так же, вот если ты написал Тимур, вот Тимур там и Нахчи, а потом косую и чеченцы, или Иштхельча, оно будет более правильно, чтобы люди понимали.
Вот. Там есть моменты, про которые, если ты сделаешь, поверь мне, ты не проиграешь. Я себе ничего не прошу, как ты знаешь, мне нравится твоя работа. И самое главное, что ты, основываясь на документах, это используешь, что это не от Филькиной грамоты, понимаешь? Поэтому очень грамотно и технично нужно ставить историческое наше название, которое было с 7 века, в 14 веке. Это очень важно. Горцы помешали сопротивлением своим. Гуцериев хочет выложить $300 миллионов, хочет вложить. Ну, Гуцериев, это его деньги. Имеет право делать все, что хочет. Так, что? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чего? Я в эфире, друган моя. Ассаламу алейкум. Мы с тобой виделись в Башлам Цхантайпан УЛ, познакомил нас. Есть такое. Если мы с тобой виделись, тем более Асатайпан Вашвалах. И вообще вдвойне больше ответственность на тебе лежит, Нохчи Фильмс. Надо максимально в Буалбиашхайна, вот делай правильно экскурс, все будет хорошо. Да, опять говорил, какой бы ролик ты ни сделал, скидывай обязательно. Зайди в директ, мне точку скинь, я тебе свой WhatsApp скину, скидывай мне. Я буду и у себя публиковать, ты у себя и у меня, я обязательно там снизу в тексте обязательно укажу, что это ты сделал, твой ролик, никаких претензий нету. Единственное, я на твой ролик накидываю свой логотип, чтобы не было бана, чтобы ты понимал. Бан хулцинах, если там а так я всегда указываю, ссылку на тебя оставляю, нам нужно максимально вот такие вот делать это. И обязательно, если получится, на английском субтитры, на немецком, что бы у тебя не было, как русский, так английский, вот эти вот введения, вот ты чем больше сделаешь, можешь выйти на международный уровень. Максимально собери с разных исторических фильмов, собери вот эту тематику, нужно максимально нужно собрать. И еще тебе на будущее материалов у тебя будет достаточно. Сделай один хороший. У Хасана Бакаева достаточно хорошая информация есть. Посмотри, если у тебя нету этой книжки «Все хакиети асонгой тарион», книжки доставьте. У него есть очень много про Урарту. Сделаешь фильм про Урарту хуритов и Нохчи или Нахчиван, короткие ролики, это просто бомбовая тема будет. Чтобы понимали, что это самая главная, центральная, достоверная информация, потому что там есть ссылки на десятки, сотни различных самых сильных и европейских, и кавказских, и российских ученых. Тема Урарту, Нохчи, про дзурдзуков, про кистинцев, это вот самая тема, которая очень сильно зайдет. Очень сильно зайдет, и плюс материалы, великолепные материалы есть. Мы максимально будем ссылаться на них. То есть от себя ничего не пиши, только исторические источники. И все будет хорошо. Этот проект, он может очень хорошо выстрелить. И на международном уровне, и у нас дома. У нас очень мало людей. Я, допустим, могу сделать видео, имеется в виду, готовое видео взять и уже там снизу описываю. Если сверху будет видео про кистинцев, дзурдзуков, снизу я могу историческую справку дать. Понимаешь? То есть ты будешь говорить сверху про дзурдзуков, а снизу статью небольшую про дзурдзуков, тоже со сноской. Это вот очень нужная тема. Поэтому материалов достаточно. Обязательно не отказывайся, не оставляй. Я знаю, что это очень непросто, я знаю, что это трудоемкая работа, затратная работа, но не оставляй. Я тебя прошу, брат мой, есть моменты, которые короткие, 5-6 минутах до 10 минут.
в который ты можешь уложиться, и это очень-очень нужно. И цац момент вообще объяснить, что нельзя категорически допускать, и что можно. Это будет больше, эта бомба будет реально. Потому что тебе надо с ним скооперироваться, вместе вы сделаете хорошую работу с твоим соавторством и помощью. Я на авторство вообще не претендую, пускай брат сам, я только помогу ему, чем можно, как правильно будет это преподнести, а остальное уже, да, я максимально нужно просто-напросто моменты какие-то урегулировать, чтобы... Вы должны понимать, эти фильмы расходятся, ну, допустим, у меня платформы Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, Рутуб, Facebook, я сказал, все, короче, ВК, все эти направления я отправляю по всем социальным сетям, везде распространяю. Да, у Твиттера ограничения, там 2-3 минуты. Единственное, ТикТока у меня нету, но остальные есть. И если мы по всем социальным сетям будем раскидывать это, касающееся нашей истории, это оно должно с тегами, все как должно быть, оно выстрелит. Однозначно выстрелит. Башлама, правда, что нас хотели выслать второй раз при Дудаеву приказали документы, которые... Никакого подтверждения, кроме как устных разговоров, я не слышал, честно сказать. После нашего фильма, выпустим свой фильм, да, пускай пытается выпустить. Если ты будешь моим консультантом, то сработаемся, ты будешь в титрах проекта. Я вообще фильм. Сейкдоу, что у вас вона осталдилен, я не прошу никуда соавторства. Мне главное, чтобы вот то, что ты делаешь в историческом направлении, ты показывать умеешь это через хронологию, через вот эти людей, солдаты, карты, как можно во время, чтобы они шли, вот эти карты, как слайд-шоу, чтобы голос наложить, чтобы видео. Если ты будешь показывать особенно наши исторические карты, это будет реально круто. Это будет реально круто, это можно сделать. Очень полезное дело, потому что молодняк идут на короткие фильмы, допустим, короткометраж, там 2-3 минуты, 5 минут, 10 минут. Более старшие могут и 15-20 минут просмотреть. И вот так, если выложить эти ролики, делать исторические ролики, непосредственно там сражения, там, про Ермолова или там про Ханкальскую битву, там этих моментов очень много. Если по полевым материалам, можно указать, что это полевые материалы. Про Байсангура можно сделать, там, посмотреть Бойсхар. Про наших национальных героев, Байсангур, Шейх Мансур. Да, это будет сложно, но показывая фотографию, как бы, в принципе, мы можем рисунки, портреты показать, и мы можем это подвести под нужный ракурс, понимаешь? Тогда фильм же тоже не сразу не появились фильмы, которые там прямо уходили там миллионными тиражами. Будем пробовать, будем проверять. Каждая новая идея это очень важно. Смотреть многие очень ленивые у нас в народе, очень ленивые. Они любят в основном смотреть, нежели чем читать. Это я заметил. Потому что столько... Но проблема в другом. Весь остальной мир в основном читает, а не смотрит. Потому что если нету документальных оснований к этому фильму, значит все, это труха, это художественный фильм. А это уже неправильно. Да, например, Зелимхан Расилован в этом ролике везде в WhatsApp полетело дикие на видео. Ну вот есть некоторые моменты в Ижре, Анзор, и ночью фильма его подставлять вот Целясон. Надо с некоторыми моментами немножко поосторожнее, касающиеся фильмов. Это тоже... Ой, это шуга. Лардушка вес, короче. Потому что береженого Бог бережет, потому что кана, та проблема, ты уатлаха, нужно смотреть. Мой дорога.
Уэйн Дюхали Ноухалитлу штукнахбу, а проект закрывать нельзя. Проект закрывать нельзя, историю читать нужно, доводить до людей нужно, но все должно быть в рамках, как говорится, закона. Вот. Нет, из Ютуба не проходило ничего, когда на Ютуб приходит донат, мне приходит сообщение, и сразу Ибряшка говорит, и я говорю, если бы пришло что-нибудь, я все зачитываю. Присылают это в Инстаграме, присылают это в Ютубе, я благодарю и говорю, что пришло. Ничего не приходило. Если бы пришло, я бы сказал. В Ютубе не так много людей, которые через Ютуб отправляют донат, поэтому Ибраим сразу отправляет и говорит, что вот с Ютуба. И прямо со всеми там надписями и все остальное. Вот. Заинтересовать надо. Освободилась. Прямо добавили газ, мама, не горюй. Все, кто живет в Грозном или в селе, будьте осторожны, сейчас очень сильно добавили газ. У меня на кухне горит газ, чтобы тепло было. Очень сильно добавили газ, шай квартирочку, рабочая, газлари, алаш. Котлы свои проверьте. Деревья схил, Анзор. Я не знаю, где Бено находится. Бено, когда я его спрашивал что-нибудь от него, он то в Украине был, он раньше, то никак не мог донат отправить, то какие-то еще находил отговорки. Я не знаю, где Бено находится, поэтому я помочь всем рад. Расул Альдиев пишет: Башлам, есть такая арабская книга, автор Абу Тахрим, по-моему. Его зачитывал Асламбек, там говорится про делегацию. Уважаемый Расул, друзья, я отношусь с уважением к Асламбеку Эрсиноевскому, но есть один нюанс, Шудухдахаш. Книгу он прочитал или не книгу, эту информацию мы еще 2 года тому назад я публиковал. Шудухдаш, я мало того, что публиковал, я нашел студента, который проживает, он Нохчи, вы все его знаете в основном. Он учится, он студент 2 или 3 курса Мединского университета, он учится там. Там есть самые сильнейшие ученые, исламские ученые. По этому поводу я задавал ему вопрос. Давайте сразу поставим точки над «и». Это, вы знаете, для меня это не сенсация. Потому что вы, может быть, и не были со мной в то время, но с 18 года, где я только, что бы я не услышал о моем народе, в библиотеках Ирака, библиотеки Аль-Аскар, я везде сразу находил людей, которые там есть, проверял информацию, если это достоверно публиковал, если недостоверно, я говорил недостоверно. По поводу на общество Нахи или Нахи, информация, это общество проживает в Йемене, оно до сих пор существует, оно есть. Мы проверяли, никакое отношение к Нохчи народу он не имеет. К моему, к вашему, я не знаю, Духдаш, давайте не будем брать
пример с нарнийцев. Не надо нам вот это, в Китае наши башни стоят, там, в Индии там наши колонны стоят. Такие вещи нельзя допускать, чтобы вы понимали. Общество Нахи есть, Нахи, как-то даже перевод есть. Это йеменские общества, это чистые арабы. Причем они не светлые арабы, а именно темнокожие арабы. То есть это темные арабы. Там тоже есть свои градации, есть арбой, бутигахе арбой, светлые арабы есть. Это общество существует, и они не имеют никакого отношения к нам. Они самые, что не есть, настоящие арабы, там, к своей обществу и все остальное. Просто название немножко похоже на наших. Я вас прошу, не распространяйте, не говорите, что бы вы где бы в книге не прочитали. Эту информацию рассказывали многие, я слышал. Я не хочу заходить сейчас в религиозную тему. Я не хочу, поскольку завтра, если там какие-нибудь исламские религиозные деятели позовут, скажут, отвечать им, не отвечать им. Ну, нету информации, что это были именно наши. По поводу этого, по поводу шапки, ногчику и лилбары, цук наших, это полевой материал. А то, что про общество, которое вы рассказываете, нахи, этот материал я проверил, и оно не подтвердилось. Это арабы, черные арабы, проживают в Йемене, до сих пор они есть, к нам не имеют никакого отношения, ни по ДНК, ни почему. И также ответил преподаватель в Мединском университете исламском, если я не ошибаюсь, когда его спросили про эту тему. Так что это не мы были. Я не знаю, по крайней мере, просто небольшое совпадение. Ну, вы знаете, мы не можем быть каналом типа РЕН-ТВ. Не в оскорбление там этому каналу. Может, кому-то нравится там. Кто-то верит в уфологию, инопланетян, летающих тарелков, летающие тарелки. Там, что были динозавры 50 тысяч лет тому назад, основали первое село на Кавказе. Ну, такие вещи нельзя их... Это антинаучно, я не скажу. Все в руках Всевышнего Аллаха. Это не говорится о том, что я не верю в чудеса. Нет. Но я вам говорю то, что не имеет под собой ни исламского основания, ни какой-то человеческой науки. Ну, не будьте вы этими сказочниками. И даже вот эти слова, совпадение слов, что наши слова есть там у норвегов, у индусов, у китайцев, у немцев, французов, у датчан. Какие-то слова всегда могут совпадать. Но если и они и в толковании совпадают, это, конечно, может говорить о многом. Может, многие ученые пытаются доказать пытаются, они не говорят, что наш язык это относится к праязыкам, там, что он ближе ранее такому языкам, как арамейским и так далее и тому подобное. Но это нужно доказать, просто так сказать, это сложно. Вы видите, как ученые днем и ночью пытаются доказать, еще с советских времен смогли свести, что уральский язык близок к нашему языку. Больше всего к нашему языку. Но там же не только наш язык, там некоторые слова говорят, что есть якобы и сюли относятся к ним, и ингуши относятся, якобы тоже знают уральский, хурильский язык. То есть вы должны понимать, каково это. Но по сути это совпадает с теорией Леонтия Мравелия, Мара, что мы потомки Кавказа, тот Таргима, Торшиса, тот был внуком, прямым внуком пророка Ноха, алейхиссалам. Вот эта теория ефетитского происхождения автохтонных народов Кавказа. Оно есть, но тут хоть есть какая-то база зацепиться, чтобы подтвердить это. Но другие же говорят, мы не вообще, все потомки Ноя, это к нам не относится, мы же просто нахи, люди и так далее. Тому. Научно дальше не идут никуда. Готовы сказать, что там сыр был такой, готовы говорить, что только не придумали. Что Нох,
это саха, люди сахи, другие там из сыра делали, якобы в Чечне столько было сыра, хлеба не было, из него делали мячик сырный, играли. Это что за сказки вообще, что за ерунда, бабуйня рассказывают какую-то там. Другие, говорит, этот сейчас новорощенный, ученик Русика Бузуртанова тоже начал говорить, что нахчи это все-таки не нахчи, а нашхи. То есть от нашхи произошло слово нахчи, вот такие сказки рассказывал. Все, чтобы не доказать вот глубину и древность народа. Поэтому говорить, что там есть, нашли народ, ну, есть книга, есть общество с таким названием. Окей. Есть ли люди, которые в Йемене могут дойти до них, чтобы они сказали, что отсюда вот часть ушла из нашего общества, ушла на Кавказ, взять ДНК, сверить с нашим ДНК и так далее. Вот всего это есть доказательство. Если его нету, где-то в какой-то книге в 7 веке написали, что было общество Нах, допустим, даже если это так называлось, оно так не называлось. Есть такое название, и они... Наши потомки, что мы с тех пор являемся мусульманами. Никто не говорит, что мы не мусульманами. Что другое дело, когда приняли ислам, в 7 веке приняли во время жизни пророка нашего любимого, алейхиссалам, саллаху алейхи вассалам. Или же все-таки приняли в 8 веке во время Умар бин Хаттаба, там, 7-8 век там. Во времена Умар бин Хаттаба мы приняли ислам, то есть когда его асхабы пришли в Дагестан. Или же мы приняли во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Обе эти версии имеют право на существование. Но что бы кто ни говорил, стоит отдать. Это знаете как? Кто первый принял в Дагестане ислам? Если сейчас начнут говорить, что приняли Сюли, это неправда. Что приняли кумыки, это тоже неправда. Даргинцы, неправда. Табасаранцы и так далее, неправда. Первый ислам, который приняли на Кавказе, Дагестане именно, это были лезгины, леки, потомки тех самых древних леков, албанцев, леки. Вот они первые приняли ислам. Тут никаких сомнений в этом нет. Дальше там даргинцы и остальные народы, уже лакцы, если там кто принял. Этот процесс даже в Дагестане, по официальным данным, он длился очень долго. Он длился фактически с 8 века по 15. То есть 700 лет принимал, Дагестан только принимал ислам. То есть уже окончательно после этого считается, что все были повально мусульманами там, в 15-16 веке. Вот. А поскольку у нас были древние верования, и мы являемся не собраны там 38-40 разных народов с одного села в другое село, не понимая, там, грубо говоря, как в Дагестане ситуация. Мы были и единым народом, но являясь даже единым этносом, у нас были очень сильны древние верования. И отрицать это, я вам это объяснял, отрицать этого нельзя. Это антинаучно. Это то же самое, что сказать, что у нас не было зачатков христианства, зачатков там, что были представители здесь, находились там католиков, которые там, будь то Тевтонский орден, я не знаю, это доказывать как бы, или что у нас были евреи здесь горские, имеется на Кавказе, таты. Это нельзя отрицать. Они были, и это факт. Символы есть, все символы есть. И дохристианские, и доиудейские памятники периода языческого культурного наследия тоже есть. Если вы говорите нету, это неправда. Сегодня говорить одно дело, это нету, неправильно. Почему? Потому что до появления ислама, до 7 века, мы не можем вести летоисчисление с 7 века по 21. Извините, там 14 веков всего лишь, 1400 лет нашим. Это неправда, потому что историки, ученые все говорят, что минимум на этой земле, то есть где мы находимся, от, там, грубо говоря, от 12 тысяч лет
отталкиваются некоторые. Другие говорят 7000 лет, вот с того периода идет, считается, что мы находимся на этих землях. Чувствуете разницу? 1400 и даже 5000 лет, если даже у нас идет летоисчисление, грубо говоря, 5000 лет существует наш народ, или этнос, грубо говоря. Но это опять же гипотеза, мы говорим о гипотетических вещах. Уже не получается у нас быть в исламе в том понимании, в котором вы хотите это преподнести. Какая-то форма монотеизма, единобожия была, я с этим согласен, вполне возможно. Опять же, какая форма, где она проявлялась, в чем она проявлялась, были ли мы до появления пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, были ли мы там, я не знаю, сторонниками пророка Исы, алейхиссалям, он тоже был монотеистом, были ли мы сторонником пророка Мусы, алейхиссалям, и были ли мы иудеями, это тоже как бы, они все раньше, чем пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Или же мы со времен Ноя, Нуха, алейхиссалям, идем, ведем свою, как бы говорится, поселились у озера Ван, начали дальше их уходить на Кавказ, здесь осели и пришли сюда сарматские, скифские, кемерийские, разные племена приносили с разных мест, приносили какие-то свои культовые, не знаю, скульптуры свои приносили, своих богов, всякое может. Или же мы унаследовали вот это языческие культовые названия Дейла, Села и так далее, что это все пришло нам со времен Урартского царства. А урартийцы, хуриты, это зарождение древней цивилизации, извините меня, что Тушоли, что Тушпа и все остальные вот эти различные боги, все это с Ближнего Востока. И чтобы это все уничтожить, был послан Всевышний Аллахом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Там же тоже были культовые разные тотемы, их надо было разбить, убрать. Это все недостоверно, есть только ислам, монотеизм. Для этого уже отправили последнего пророка. Людям свойственно ошибаться, людям свойственно поклоняться каким-то небесным светилам, камням, деревьям, где бы они ни находились. Если уходит в заблуждение, только это надолго. Да это и сегодня есть, что вы удивляетесь, когда весь мир знает, есть 3 мировой религии, 4-ю нельзя назвать мировой, есть религии. Несмотря на это, есть сегодня люди, которые говорят, Бога нет. Да, Аллаху алейсалам. Что только наука и что только физика, все может объяснить физика и так далее. Там. Сегодня, в 21 веке, есть такие люди, которые появились от мусульман, от христиан, от иудеев. Они говорят, нету Бога. Нету Бога, нету пророка, все остальное. Они говорят это. Атеисты, люди, которые Всевышним Аллахом наказаны, эти люди есть. Да, ларваться и великое зло от этих людей. Потому что вот это зерно раздора, больных мыслей, заболеваний сердца, они распространяют. В основном. Хотя, я не спорю, возможно, есть среди них людей здравомыслящие, которые не отрицают и божественную силу, и все остальное, и как-то синтезируют эти все вещи. Поэтому с этими вещами нужно быть осторожным. Почему удивляетесь, что несколько тысяч лет тому назад мы там могли быть язычниками? Мы не в ответе за людей, которые жили, даже если они наши предки, что мы же не хвастаемся, не говорим, вот этот Бог был крутым. Во времена джахилии всякое было. Мы не гордимся временем джахилии, которое было. Мы лишь говорим о том, что были и божества, и культура, и что оно ошибочное, а правильное это верование в Всевышнего Аллаха и так далее и тому подобное. При нем выстроились наш родоплеменной строй, более стал корректным, более правильным. И поскольку он ближе к нашим адатам, опять же наши мудрые представители нашего этноса смогли
создать этот симбиоз тысячелетних адатов с исламом, который пришел, объединили и получили его в том виде, который мы сегодня получили. Он же все равно отличается, наш ислам отличается все равно от арабского ислама. В культурных каких-то ценностях я имею в виду. Будь то в одежде, там, мясе, шалили, кыдык, халили, он отличается все равно. В шапке, в культурной, я имею в виду, отличается. Не в корне отличается культурно, конечно, верование одно. Есть Коран, есть ислам, Коран и хадисы, сунна. Вот. Поэтому с этими вещами, когда вы говорите там, здесь, надо искать подтверждение. Нет, я опять же говорю, вы 2 года потеряли на это, грубо, 2-3 года тому назад я говорю. Об этом, о том, что нашли библиотека, где первые иракские ученые в 9 веке были представители нашего народа в Ираке, там учились, преподавали, что есть информация, библиотека. Все это должно под собой иметь основание. А иначе любой человек, маломальски образованный, разобьет вас в пух и прах, и после этого окажется, что весь ваш народ и все ваши представители являются лжецами с выдуманной историей. Нельзя допускать. Мы не имеем права просто. Проедьте там, рассказывать яйца динозавров, что наше население тайпу 50 тысяч лет и тому подобное. Такие вещи я не принимаю. Вот. Если нет каких-то... Надо проверить. Я проверил, и не подтвердилось. Вот так я скажу про это. Я не говорю ничего про Асламбека, но... Кстати, Артем Нарнийский, походу, начал против или что-то там. Кто в курсе? Походу, начал против или что-то там. Я не знаю, что он начал. Башлам, в данное время в Стамбуле. Я не знаю, где ты. Аслам, молодец. Так. Так. Так, есть. Так. Я сейчас много могу упустить. Башлам, минимум 50 тысяч лет. Башлам, я знаю где. Послушайте, почему ты уверен, говоришь с Йеменом? Это общество с Йемена, оно существует, и они арабы по национальности. По национальности арабы, они до сих пор существуют, чтобы вы понимали. У них свой язык, у них... Я не знаю, как вам еще объяснить. Этот ученый сказал, что он не имеет никакого отношения к кавказским народам. Это общество. Существует, чтобы вы понимали. У них свой язык, у них... Я не знаю, как вам еще объяснить. Этот ученый сказал, что он не имеет никакого отношения к кавказским народам. Это общество.
можно там логически как-то обосновать. Пока меня видно, слышно? У меня, походу, заканчивается время. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. У меня, походу, заканчивается время. Друзья, походу у меня закончилось время. Асу адича чаца вицуса. Закончился трафик. С Новым годом. Новые, походу, расценки шелаха. Я не знаю, что здесь с ним. Но почему-то он мне показывает, что
время закончилось и выкидывает. Что бы я ни делал, как бы я ни пытался снова зайти, но ничего не помогает. Ибраим, гуш уйсо. Надеюсь, ты-то хоть сохранил эфир. Меня видно, слышно? Напишите, меня видно, слышно или нет. Вот я не знаю, я сейчас в эфире или не в эфире. Заур, походу у меня просто-напросто закончилось время. Закончилось время, я не знаю, почему так и что случилось, но факт, что бы я не пытался сделать, он показывает, что времени у меня нету. Я не знаю, сохранил ли я вторую часть. Вот. На самом, как говорится, интересном месте что-то у меня раскоробило. Ибраим, хэш высу. Уерза, как его? Ибраим, есть ли вопросы по там в Ютубе, есть ли вопросы? Я как-то остановился, все вопросы я потерял. В Ютубе все сохранилось, ба. Вот. Сейчас, наверное, есть. Но в старых я не нашел его. Он не Мескро назывался, а как-то по-другому назывался. Подожди, сейчас я просто продолжить надолго. Надолго, конечно, не получится, но постараюсь. Отключили полностью. Доступ отключили. Полетел.
Так. Поздно. Чё ж у меня не идет-то, а? Футбол любишь? Да, есть. Есть футбол, который люблю. Вне всякого сомнения. Так. Собор делаешь, собор делаешь. Так. Сокузаушун, я с вами. Сейчас попытаюсь как-то наладить интернет. Новый год, новые проблемы, да? Так и есть. Так. Хорошо. Пополнить. Давай, давай. Так, сахар должен инс. Все. Так. Не понял. YouTube не показывает. Походу YouTube отключили. У меня не работает, через VPN зашел. Ну вот тебе и на. Вот тебе и на. Ибраим, сколько у нас в Ютубе человек? Сорок пять. Ну, мне еще не 45, так что... Ой, дождь мадей. Ой, да мадей.
Вроде бы. Оплатите меня с Хамгацуху. Потянет он, не потянет. Я не знаю. Постараемся, как говорится. Баба Ягодка опять. Бабы у нас нету. Но... Да уж. Задавайте вопросы, если есть. Задавайте, задавайте. Чуть-чуть заработал. Чуть-чуть не считается. Нет ничего. Абсолютно. Да. Последний Заурбек. Да, я положил. Надолго не хватит, но до конца часа хватит. До конца часа хватит. Если есть вопросы, лучше задавайте, пока есть вопросы, пока у нас есть время. Войнах Телеком вообще не пашет. Это однозначно. Чем богаты, тем и рады. Нет, конечно. Показывает антенну, но слабенько. Если там прерываться будет, дайте мне знать. Варзел, ты чуть-чуть опоздал. Я об этом рассказал уже в эфире. Всем сообщил, что через VPN только можно зайти. Видать, уже. Да ничего, зачем ты извиняешься? Ничего, все нормально, все в ритме. Дикини говорю, да. Так. Вы еще здесь? Вы еще с нами? Тогда я иду к вам, Бахчанидайн. Задавайте вопросы, если вошла. Я-то без VPN зашел, не знаю, у меня пока норм. Ну если у тебя норм, значит все хорошо. Что некоторые здесь говорили уже. Из диктаций. Надо максимально держаться. Ну, пока будут сочинять, пока будут такие байки. Ну, скоро, да, я опубликую, есть хорошая. Тут брат Заур подкинул мне хорошую идею. Мы немножко там покопались, нашли очень интересные моменты.
по котлу. Статью я готовлю, скоро сделаю, напишу про котел, по мере возможности, конечно. Деду его, не. Почему он нормально не пашет у меня? Ассаламу алейкум, Гюржавой территорию Бог Богдуй, черту территорию тягаю, черту территорию тягаю, но уже, как говорится, это старая история. Про Кира, которого, если можно, что за разборки у нас? Про Кира, коротко, если можно. Какого Кира именно? Это что-то без меня, Заур. Shadow dönüyorum derser way. Dalario megarma derser. On badik disla. Кир царь. А у меня нету такой информации, Заур. Про царя Кира. По крайней мере, до этого я еще не дошел. Чего нет, того нет, братан. Да, завтра эфир будет. Я думаю, все нормально. Завтрашнему дню постараюсь наладить, сделать все. Завтра эфир, да, постараюсь, чтобы он был. Сегодня он каким-то странным обстоятельствам, что бы я ни делал, прерывается. Хотя, в принципе, бях был дац. Начали мы сегодня чуть раньше. Но, к сожалению, что бы я ни делал, почему-то у меня никак не выходит. Сегодня явно не мой день. Месяц не мой, день не мой. Все идет не так, как хотелось бы. Что бы ни было. Ибраим, хотя хаттер штуй. Да, я смотрю, здесь все равно он трафик кушает-то кушает, но он почему-то не показывает. Так что давайте небольшой остаток, там буквально на 8 минут осталось на завтра. Завтра завтра с вами увидимся, и завтра у нас будет непосредственно по материалам из книги, карты, и пообщаемся. Шун масарна дерес хил, масер адикюэл, тана дак лячуна вай годинчуна дерес хил. Особенно огромная благодарность за поздравления в мой адрес. Если что, я на связи, спать я не ложусь, что-то попытаюсь наладить, что-то вообще не пашет. Моя связь, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ибраим, сохрани там все.